Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Ращенко. Коротко о главных темах. Меры соцподдержки будут начисляться автоматом. Регионы для этого смогут использовать единую государственную информационную систему. По православному календарю сегодня Радоница или Родительский день. Власти Якутска сообщили, что увеличат число автобусов для посещения кладбищ города. Белый медведь вот уже месяц хозяйничает в Тампонском районе Якутии. На этот раз очевидцы засняли его у жилых домов в поселке Жибарики-Хая. Владимир Путин рассказал, что получил позитивный результат теста на антитела к коронавирусу после вакцинации. Коэффициент позитивности у президента 15. Как говорят врачи, это хороший результат. Российский лидер также заявил, что 21,5 миллиона человек в стране уже привились от COVID-19 и подчеркнул необходимость продолжения массовой вакцинации. Мы только сегодня разговаривали с Анной Юрьевной Поповой, главным нашим санитарным врачом. Я и от своего, и от ее имени хочу обратиться к нашим людям, гражданам, продолжать прививочную кампанию. Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации. Ну и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают. Нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов. Только в этом случае нас ждет успех. А в том, что он будет, я не сомневаюсь. При выявлении неоднократных нарушений в Якутии будут закрывать заведения. Такое поручение в ходе заседания оперштаба дал глава региона. В свою очередь, замруководителя регионального Роспотребнадзора Изабелла Самойлова отметила, что заболеваемость растет, несмотря на принятые меры. Рост идет во всех возрастных группах. Наибольшее количество заболевших все-таки отмечается среди взрослых, работающих людей. Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками. Арсен Николаев поручил усилить работу с административной комиссией Якутска по проведению совместных рейдов в местах общественного питания и развлекательных заведений. Школьники 6 районов Якутии перейдут на дистанционное обучение. Это коснется тех территорий, где наблюдается неблагополучная эпидобстановка. В связи с ростом выявляемых случаев ковида приказ и рекомендательное письмо направлены в адрес глав городского округа город Якутск, а также Амгинского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Татинского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов. На территории этих муниципальных образований с сегодняшнего дня, 11 мая и до конца учебного года, образовательный процесс будет проходить дистанционно. В других районах соответствующее решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации. К другим новостям. Вопрос строительства Жатайской судоверфи на особом контроле руководства региона. Об этом заявил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников. Накануне он проинспектировал ход строительства объекта. На стройке задействованы 60 человек, сегодня прибудут еще 10. Бригада монтажников в начале 20-х чисел мая. Но этого недостаточно, уже требуется порядка 30 каменщиков. Учитывая продолжающийся с прошлого года недостаток квалифицированных строительных кадров, это непростая задача. Дмитрий Садовников дал Минстрою и Минтранспорта поручение наверстать график строительства. Планируется двухсменная работа. Регионы смогут использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, чтобы назначать и предоставлять людям различные меры соцподдержки в беззаявительном порядке и по заявлению. Это предусмотрено законом, который вступает в силу сегодня, 11 мая. С помощью платформы уже можно определить, что человек оказался в такой жизненной ситуации, при которой государство может оказать ему помощь. Например, ребенку исполнилось 3 года, и семье должны начать выплачивать пособие. Уведомление о том, что человеку назначена такая выплата, должно появиться в его личном кабинете на портале государственных услуг. Торговлю книгами хотят приравнять к социальному предпринимательству. Книжным магазинам предлагают временно дать такой статус, чтобы они смогли получить дополнительные льготы. Законопроект депутаты планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы. Льготы должны продлиться до 31 декабря 2022 года. Речь прежде всего о небольших магазинах, преимущественно в регионах.
Больших книжных сетей законопроект не коснется, сказано в пояснительной записке. В честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне наши корреспонденты в Ленске наведались к ветерану тыла Льву Магдееву. В этом году ему исполняется 88 лет. Об истории его жизни Светлана Балеева. Война застала семью Магдеевых в Нижней Слободе, небольшой деревеньке Иркутской области, когда Льву только пошел 8-й год. Но он на всю жизнь запомнил день 22 июня, оборвавший мирную жизнь. Он вспоминает, как забрали отца на фронт. В этот день мальчик последний раз видел его. В 1942 году, 4 октября, где-то лежит он, известие пришло. Под Ленинградом погиб. 2 года не прослужил даже. Папа героя нашего сюжета был председателем колхоза. Когда отец ушел на фронт, началась разруха в селе. Лев, как и все дети войны, начал рано работать. Помогал маме обрабатывать поля, работал канагоном. Жизнь, признается Лев Федорович, началась сложная, холодная и голодная. Весной женщины перебирали картошку, готовились к посевной, сеять. Гнилую на улицу. Я жду, когда они там повытаскивают эту гнилую. Приносишь домой ее, промоешь земли. И столкнешь ее, котлетки из гнилой картошки, кушать-то хочется, да. Ой, мы очень трудно жили. Я говорю, спасибо, это крапива нас спасла и молоко в основном. Война закончилась, а жизнь потихоньку начала налаживаться. Лев познакомился со своей будущей женой, переехал в поселок Жигалово. Прожили там 10 лет. У молодых родились 3 детей. В Ленск Магдеевы переехали в 1972 году. Прожили вместе с супругой 65 лет. Но в прошлом году Лев Федорович овдовел. Сложно, признается, жить без Тонечки. Так нежно называл свою жену герой нашего сюжета. Но смысл жизни сегодня большой. Это дети, внуки и правнуки. Наш дедушка самый лучший. Мы часто к нему приходим, сидим, пьем чай. Помогаем ему, убираемся. Когда мы приходим к дедушке, он нам рассказывает какие-то истории, мы с ним поем, он играет на гармошке. Дедушка очень добрый, красивый, хороший музыкант. Я его очень сильно люблю. В день нашей съемки Лев Федорович порадовал гостей игрой на гармошке. Вместе с Львом Федоровичем мы посмотрели архивные семейные фотографии. Между фотографией и человеком, держащим ее в руках, целая жизнь. Долгая, интересная, насыщенная. Этот человек видел войну, но она не сломала его любовь и волю к жизни. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. По православному календарю сегодня проходит весенний день поминовения усопших – Радоница, или же Родительский день. И вот это зависит от даты Пасхи и приходится на вторник после Фомина воскресенья, первого после Пасхи. Своими корнями праздник уходит в языческие времена, однако эта славянская традиция была адаптирована Русской Православной Церкви. Принято посещать кладбище и наводить порядок на могилках после зимы. Согласно распространенным церковным правилам, в родительский день не следует чрезмерно скорбеть по поводу смерти близких. Нужно радоваться их рождению в духовную и вечную жизнь. Число автобусов для посещения кладбищ в родительский день увеличат в Якутске. По информации руководителя МУП ЕПАК Валерия Домотова, на пригородной линии задействовано 27 пригородных автобусов, которые проходят ежедневную дезинфекцию. В родительский день подготовлены 6 автобусов. Для того, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, проводится определенная работа. С сегодняшнего дня, 11 мая, дачные автобусы приступают к летнему графику работ. Кроме того, будет подготовлен резерв, увеличен график движения автобусов. Отмечается, что для предотвращения массового скопления людей будет официально запрещена уличная торговля цветами вблизи кладбищ. Белый медведь гуляет по поселку Джибари-Кихая Тампонского района. Он попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. Медведь бродит между домами, лежит во дворах, под окнами. Прошел почти месяц, когда белого медведя проезжающие водители увидели возле дороги в 200 километрах от села Тополиное. Представители Тампонской инспекции госэкологического надзора выезжали на поиски, но они не увенчались успехом. Дней через 10 медведь вышел на речку Восточная Хандыга, где его увидели и сняли на видео рыбак. Медведь даже утащил у него блесна. Теперь животное замечено в поселке Джибари-Кихая.
И на этом пока все. Хорошего вам дня.